Детская школа искусств №1 отделения искусства театра поздравляет всех якутян с наступающим Новым годом! Наряжается елка, становится краше. В Новый год ей положено быть на виду. От души поздравляем! Пусть желания ваши обязательно сбудутся в новом году. Пусть закончатся стройки, найдутся потери, все печали исчезнут по воле небес. Потому что мы люди, нам свойственно верить и отчаянно жить в ожидании чудес. Важно, главное знать, все не зря, не напрасно. Остается увидеть, почувствовать знак. В нашем мире живет настоящая сказка, если верим в нее, а иначе никак. Поздравляем с новым 2022 годом! Его полосатый хозяин-тигр уже на пороге, его грозный рык разносится далеко и означает, что пришел защитник. Сильный, смелый, уверенный в себе, он хочет передать эти качества людям. Желаем, чтобы вы всегда уверенно шагали по жизни, смело преодолевали любые преграды, всегда добивались поставленной цели. С Новым годом! С новыми успехами! И сейчас мы расскажем вам, как празднуют Новый год в разных странах. Буэнос диас! Каждый испанец под бой местных курантов обязательно съедает дюжину виноградин. Этот ритуал дарует удачу на весь следующий год. В испанских магазинах даже продают банки с виноградинками без семечек и кожи. Еще один интересный момент – Новый год нужно встретить в нижнем белье красного цвета, чтобы в течение следующих 12 месяцев не испытывать материальных проблем. Традиция распространяется и на мужчин, и на женщин. Пускай Новый год, что по миру шагает, все то, что ты хочешь, тебе предлагает. Насыплет деньжат в кошелек и карманы, желания твои пусть исполнит и планы. Пусть год наступивший приложит старания и пусть оправдает твои ожидания. Проблемам и стрессам пусть путь преградит, здоровьем отменным тебя наградит. Англичане празднуют Новый год мирно и при этом разнообразно. Разыгрывают центры сказок, устраивают карнавал и уличные ярмарки. Для подарков дети готовят мочеловку из стран, а тарелку, которую ставят на стол. Чуть раньше полуночи тишину разбавляет звон колокола, который сигнализирует о наступлении Нового года. Одновременно с этим под веткой анелы передаются поцелуем влюбленным. Считается, что этот романтический ритуал оберегает пару от расставания в течение следующих 12 месяцев. На классическом праздничном столе англичане присутствуют индейка с картофелем, каштанами, соусом, выпечка с мясной начинкой и тушеная брюссельская капуста. На десерт подаются фрукты, а также пудинг. О, кануна года финны гадают на воске, а на праздничный стол ставят много блюд и напитков. Самое желанное угощение для северян – сладкая каша из риса и кисель из слив. Финского Деда Мороза зовут Иолопуки. Переводится это имя как «рождественский козел». Так доброго дедушку именуют за то, что он ездит на запряженной козлами повозке. Старичок хорошо слышит, поэтому о своих желаниях ему лучше рассказывать шепотом, чтобы о них не узнал злой дух. Поздравляю с Новым годом, свежим, чистым, молодым. Пусть все беды и невзгоды в нем развеются как дым, чтоб COVID-19, тормозящий столько дел, прекратил уже кусаться, трогать Новый год не смел, чтобы все решить задачи, чтобы каждый день любя. Спешит Новый год, по планете шагает, мосты прошлых дней за собой сжигает. А я тороплюсь, так сказать, полным ходом, сердечно поздравить тебя с Новым годом. И вовсе не важно, какая погода,
на улице встретить в день Нового года. А важно, чтоб в сердце, и важно, чтоб в доме ничего не тревожило радости кроме. Чтоб было тепло тебе, было уютно весь год, днем и ночью. Чтоб ежеминутно здоровье покрепче, полегче бы ношу, и чтоб Новый год был чертовски хороший. В стране кенгуру Новый год празднуют не зимой, а летом. Самый серьезный масштаб торжества принимают в больших городах, где под открытым небом выступают разноплановые творческие коллективы. Один из крупнейших на планете фейерверков запускают в небо в гавани Сидней-Харбор. Великолепие салюта очень приятно оценивать в башне города Сидней. Билеты туда продаются заранее. А в Тасмании и Виктории проходит The Fells Festival, особенно популярный у молодежи. Во всех штатах австралийцы поздравляют друг друга с Новым годом, громко и шумно. 1 января они отправляются на пляж, где наслаждаются серфингом, танцами и организовывают пикники. И вечеринки длятся еще 5 дней. С Новым годом! Желаю счастья и благополучия! Но и главное – здоровья! Бонжур! В преддверии 31 декабря французы украшают свой дом глиняными и деревянными фигурками. Дед Мороз окликается на имя Пьер Ноэль и кладет детям подарки в обувь. Королем новогодней ночи становится ребенок, получивший в подарок праздничный пирог с запеченным внутри бобом. Шлю от сердца поздравления с годом радости и счастья. Пусть хозяин года тигр прочь прогонит все напасти. Будет с вами полосатый, ласковым котенок пусть, помогает в начинаниях и спугнет печаль и грусть. В общем, жить желаю с тигром весело, задорно, сладко. Я в году желаю новом счастья, радости, достатка. Коничева, мы рады приветствовать вас в Японии. Асиагёцу, или Новый год в стране восходящего солнца, встречает в новой одежде, чтобы защищаться от всех болезней и вообще стать любимчиком фортуны. У входа в дом стоят кадамацу. Это приветствие божеству новогоднего праздника Сигёцу-сану. Японцы поедают за праздничным столом длинную лапшу за долголетие, рис в знак достатка и, конечно же, карпа, придающего силы. В новогоднюю ночь каждый японец мечтает услышать 108 колокольных ударов, чтобы избавиться от 108 пагубных страстей. И с первыми лучами солнца встречать счастье. До новых встреч! Oh, the weather outside is frightful, but the fire... Всем хай! Самые шумные, веселые и активные события происходят в Новый год на нашей улице Ocean Drive, центральной улице в Майами-Бич. Здесь не только не запрещены странные луки, как у меня, и довольно-таки странные танцы. Они здесь, наоборот, приветствуются, лишь бы вам было весело. Выступления талантливейших музыкантов и артистов происходят около увешанной просто идеальными игрушками огромной елки. Также есть другой вариант, если вы не любите водить хороводы. Вы можете отпраздновать Новый год в одном из наших кафе или ресторанов, где для вас будут выступать звезды, зачастую мирового уровня. Ну, а состоятельные туристы, вас я могу пригласить на круиз, где вы сможете запустить фейерверки в небо прямо с палубы. Счастья и радости вам, друзья! С Новым годом и присоединяйтесь к нашему веселью! 你好，
В новогоднюю пору большинство китайцев собирается с семьями на свой ежегодный ужин воссоединения. Первый день Нового года начинают с запуска фейерверков и шутин, а также сжигания благовоний. Фейерверки должны отпугнуть злых духов и привлечь в семью дух умиротворения и счастья. В конце дня семья приветствует возвращение божеств домой после их посещения мира духов, где они давали отчет о прошедшем годе, а затем отдает дань уважения предкам. Однажды день и час приходят, все ждут с надеждой их прихода, и чудо снова происходит. И это чудо — Новый год. Пусть Новый год приходит к людям в сверкании шуток и затей. Пусть этот день счастливым будет для всех, и взрослых, и детей. Бонжорно. Многим известно, что в Новый год итальянцы избавляются от старых вещей. Буквально их выкидывают из окна, согласно старой средневековой традиции. Этот обычай соблюдается не во всех крупных городах. В основном он живет в деревенской местности. 1 января жители Италии отправляются за проточной водой, стараясь встретить старого сгорбившегося старика. По поверьям, это сулит удачу, в отличие от столкновения с детьми или монахами. Вместо Дед Мороза подарки по стране разносит летающая на метле фея Бефана. Однако волшебный дедушка тоже там есть, но его имя Баба Натал. На празднике жители Апеннин едят орехи, чечевицу и виноград, которые являются символом здоровья, достатка и долгих лет жизни. С Новым годом поздравляю! С годом счастья, любви, исполнения желаний, пусть сбываются мечты, пусть шампанское искрится пеной ласковой шурша, пусть играет, веселится и поет весь год душа, пусть наполнится любовью и по-братству. И как говорят в Италии, «Buona Anna Aitaita». С Новым годом! В России начало года 1 января введено первым российским императором Петром I в 1699 году, став одной из его реформ. Новый на 1700 год праздновался в Москве по царскому приказанию целых 7 дней. Домовладельцы должны были ставить перед домами и воротами для украшения хвойные деревья. И каждый вечер зажигали смоляные бочки. Пускались ракеты, полили из 200 пушек перед Кремлем и в частных дворах из маленьких орудий. Все это делалось на немецкий манер. В советское время также появились собственные атрибуты Нового года – мандарины, салат оливье, бой курантов, во время которого нужно обязательно загадать желание. Торжественное обращение государственного лидера к гражданам страны. В Российской империи в новогоднюю ночь проводились балы. В советское время на смену им пришли, как и в ряд других стран, новогодние огоньки и застолья, которые сопровождаются традиционными песнями, такими как «В лесу родилась елочка», «Маленькой елочке холодно зимой» и «5 минут». Закончен год. Подведены итоги. Все трудности остались позади. И к новому пути ведут дороги, который предстоит нам всем пройти. Пусть Новый год порадует событиями, и сбудутся все то, что не сбылось. Успехами, признаниями, открытиями все получило, чтоб и удалось. Стабильности решений положительных, благополучие и радость снова ждут. И действий самых правильных, решительных. На счастье пусть куранты вам пробьют. С Новым годом!